В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Профилактика пожара в жилом секторе – одна из важнейших задач противопожарных служб. Тем более в преддверии холодов необходимо об этом проговорить. Наша гостья в студии Нургияна Семенова, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Якутии. Нургияна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, какова статистика пожаров и основные причины пожаров? С начала текущего года на территории республики зарегистрировано более 1300 пожаров. В аналогичный период предыдущего года у нас было более 1400 пожаров. Основным местом возникновения пожаров у нас также остается жилой сектор. Основными причинами возникновения пожаров у нас это неосторожное обращение с огнем, с отопительными приборами, неисправности дымоходов и печей. А вот какие профилактические мероприятия проводятся специалистами государственного пожарного надзора? Государственный пожарный надзор, как вы все знаете, является надзорным органом и руководствуемся 248-м федеральным законом. Согласно этому федеральному закону у нас есть направление по профилактике на поднадзорных объектах. Это у нас профилактический визит, объявление предостережения, консультирование, а также информирование. Ну, с населением работаете, да? Да. А вот кто занимается проверкой противопожарного состояния в жилом секторе и что входит в понятие противопожарное состояние? В жилом секторе у нас профилактика пожаров проводится всеми субъектами профилактики, включая органы местного самоуправления, государственную пожарную службу Республики Саха-Якутия, а также вся ответственность за пожарную безопасность жилого помещения и дома несут собственники помещений. Это собственники домов частных, квартир. А если это многоквартирные жилые дома, на местах общего пользования ответственность несут управляющие компании. Ну вот, а что входит в понятие противопожарное состояние? Противопожарное состояние, я бы хотела здесь сделать корректировку, но это противопожарное состояние считается... Это состояние, которое характеризуется количеством пожаров, ущербов от них, числом загораний, а также травмирования и погибших людей на пожарах. А пожарная безопасность – это состояние защищенности объекта, человека, имущества от пожаров. А вот как проходит проверка и насколько часто именно вот жилого сектора? На что обращает внимание, что проверяет? Профилактика в жилом секторе проводится у нас периодически каждый год, в течение всего года, с всеми субъектами профилактики. Ведутся подворовые обходы, вручаются памятки, проводятся беседы с собственниками, а также обучение населения. Вот вы сказали, да, это все входит в информационно-просветительскую работу, да? То есть вы прям ходите по домам, да, и рассказываете с детьми, как проводится работа? Но еще раз напоминаю, что инспектора государственного пожарного надзора по домам не ходят, по жилым помещениям. Это подворовые обходы и профилактическая работа в основном проводятся государственной противопожарной службой республики, а также органами местного самоуправления. Просветительская работа по пожарной защищенности жилого сектора и вообще среди населения у нас ведется через все средства массовой информации, через телевидение, через радио, через газеты, а также все интернет-ресурсы, включая мессенджер. И вот я знаю, что еще есть автономные дымовые пожарные, да, оповещатели. Вот насколько они помогают для раннего обнаружения возгорания? Автономные дымовые пожарные извещатели – это самые эффективные приборы, я бы сказала, для раннего обнаружения пожаров. У нас каждый год благодаря вот этим АДПИ удается предотвратить самые страшные последствия пожара.
Ну, например, у нас в этом году 1 марта в Алайховском районе в поселке Чукурдах поступил сигнал в единую диспетчерскую службу и противопожарную службу по АДПИ с GSM-модулем. И благодаря вот этому трехквартирный жилой дом спасся от огня. Мгм. А куда именно их устанавливают? Или это нужно желание именно самих владельцев, чтобы они вот как-то куда-то обращались, да? Имеются муниципальные программы и программа обеспечения безопасности Республики Саха-Якутия, где вот у нас из категории семей это многодетные, одиноко проживающие и так далее. Вот у них устанавливается все через администрации. Мгм. И если собственник сам хочет вот приобрести АДПИ, он может в любом в магазине, специализирующемся на этом, приобрести и поставить себе в дом. Мгм. А вот по финансовому вопросу, насколько они дорогие? Ну, я бы не сказала, что они такие дорогие, где-то в пределах 400 рублей. Да, действительно. Мгм. Ну и ваши рекомендации родителям детей? Рекомендация родителям. Я бы хотела рекомендовать: не оставляйте детей без присмотра одних дома. И надо обучать детей с малых лет необходимым действиям при пожаре, таким как набирать номер пожарной службы, вызывать на помощь соседей или других взрослых при обнаружении пламени, а также научить детей не пользоваться лифтом при задымлении. Мгм. А каковы правила пожарной безопасности для жителей домов с печным отоплением? С наступлением холодов у нас, как вы все знаете, с началом отопительного сезона у нас растет количество пожаров, где причинами становятся дымоходы и неисправности отопительных печей. Так, перед началом отопительного сезона необходимо печи и дымоходы прочистить, отремонтировать, побелить, заделать видимые трещины. Также печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными, чердачными или междуэтажными перекрытиями должна иметь разделку. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать к горючим материалам. Также должна быть обязательно отступка. На деревянном полу перед топкой необходим передтопочный лист из несгораемого материала. Это обычно бывает металлический лист на размер 50 на 70. Мгм. Ну и вот сейчас очень тоже актуально, это обогреватели, да, различные, тоже, может, какие-то рекомендации по использованию? Есть такие рекомендации: не покупать оборудование без сертификата, тщательно ознакомиться перед использованием с инструкцией производителя, также не оставлять без присмотра обогревательные приборы, не использовать самодельные обогревательные приборы и не использовать те приборы, где имеются видимые механические повреждения. Мгм. Ну, я думаю, очень важно напомнить, да, еще раз, что делать в первую очередь при обнаружении пожара. При обнаружении пожара необходимо обязательно позвонить в подразделение пожарной охраны по номеру 01 101 или через 112. При сообщении о пожаре необходимо конкретно указать адрес, что горит и кто звонит. До прибытия пожарной охраны, если есть возможность, попытаться потушить мелкие очаги пожара. Если нет такой возможности, надо эвакуироваться и спасаться от опасных факторов пожара. И после прибытия пожарной охраны надо следовать указаниям старших по тушению пожара. Мгм. А если вот посмотреть на статистику, да, вот лет, допустим, вот в этом году, в последние за 5 лет, вот как-то лучше, наверное, да, стали люди более грамотно относиться вот, по численности пожаров, сократились ли они вообще? Число пожаров и травмированных, погибших с аналогичными периодами прошлогодних лет у нас снижение, что радует, но
Также радует то, что население у нас более стало грамотно относиться к вопросам безопасности, включая пожарную безопасность. И хотелось бы еще, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности в быту, в учреждениях и в организациях. Ну что ж, Тургенева Николаевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.